бир дагы мындай случай болгон эмес. Стоматологияда иштейм. Ошонун себебинен ушундай болду. Бизди биринчи милицияга кармалган учурубузда почти 90% уже уткузабыз, андан башка айла жок деп. Салам достор, бүгүн сиздерге биздин Москва жергесиндеги выдворение болгон мекендешибиздин окуясын чагылдырып бермекчиз. Андыктан видеону түрдүрбөй аягына чейин көрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Менин атым Жунус, фамилиям Кочконов. Москва жергесинде азыркы убакытта 1 жылдан ашып калды. Стоматологияда иштейм. Кандай көйгөйлөр болду дейсиз буга чейин? Эмне миграционный законодательство жагынан? Өзү негизи бир дагы мындай случай болгон эмес. Биринчи жолу штраф алып, ошонун себебинен выдворение сотко барып, выдворение алдык. Выдворение алган соң, сот залынан чыккандан кийин 1 же 2 күнүн арасында юрист табып, ал менен байланышып, обжалование ташаганбыз. Ошодон бери адашпасам 7 же 8 ай болду. 13 майда, мартта, точнее, биринчи сотубуз болуп, ал жактан 1 айга создурууга уруксат алдык. Ошол болду. После этого адвокатыма толук ишеничсиз болуп эме болгон себебинен адвокатты алмаштырышка туура келди. Адвокатка сиз биринчи кайрылган адвокатка эмне себептен ишенген жоксуз? Эмне үчүн сот кийинкиге жылдырылып калды? Ишенбеген себеби толук документтер, айтылган документтерди алып келип болгон соң дагы 1-2 документ жетишпеш болуп калып, бизди 1 айга создурду. 1 айга создургандан кийин судья чыгып, дальнейший кандай план болот, кандай кылабыз десем, скорее всего, где-то 80%, почти 90% уже уткузабыз. Соттун келе берсин, ошого жакын сүйлөшөбүз, мага чаласың 1 апрелде деп айткандан, ошонун себебинен адвокатым менен бир аз түшүнбөчүлүк болуп калып, алмаштырууга келди. Алмаштырдык. Азыркы иштеп жаткан адвокатымы менин кесиптешим, досум предлагать этип калды, сунуштап. Ал дагы черный списокто болгон себебинен Кыргызстанда болуп, Кыргызстандан бул жака чакырылды да. Ооба. Алда стоматолог мекендешибиз буга чейин кайрылган. Ошол кесиптешим айтып калды. Ушул адвокат менен сүйлөшүп көр, жакшы деп, бардык эмени кылат деп. Ошодон кийин номерин алып, ошол күнү эле байланышып, жолуктук. Келип полностью ситуацияларды түшүндүрүп бердим. Бар документтерди берсем, полностью көрүп, карап, биз башка жол менен барабыз, выдворениени штрафка алмаштырабыз, андан башка айла жок деп, калган документтерди чогултуштуп, өзүнүн ишин билген адам экен, полностью даярдап, 3 апрель күнү сотко барып, сотто полностью эмелерди көрсөтүп, керектүү маалыматтарды берип, судьяга ушунча бардык закондорду айтып, выдворениени штрафка алмаштырдык. Канча размердеги штрафка алмаштырып берди? Общий эсеп менен 45 000 болду. Изначально биринчи выдворение алганда соттон 5 000 штраф, после этого выдворение берген. Ошонун 5 000 аннулировать этип биринчи штрафты, калган 40 000 жазып берди. Демек сизге выдворениенин ордуна 40 000 рублей штрафка алмаштырып берди. Ооба, анткени андан башка айла жок болуп калганынан, бизди биринчи милицияга кармалган учурубузда трудовой договорубуз фальшивый болуп чыкты. Ошондуктан башка
амалы жок болуп бул выдворенияга тура келди. Демек, сизде эч кандай, мындайча биз айткандай основания жок болчу экен. Основания жок Ой, болду. Обжалование жок болду. Ошонун себебинен мындай болду. Всем привет, друзья! Сегодня вот у меня в гостях мой клиент Жунус. Буквально 3 апреля рассмотрели его жалобу в Московском городском суде. И удалось применить новые изменения в законодательстве, которые вступили в силу 5 января. Это замена административного выдворения за пределы Российской Федерации штрафом. Ему было отменено наказание и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Что хочу сказать о сотрудничестве. Жунус ко мне обратился уже после первого заседания, которое прошло в Московском городском суде. Предыдущий его защитник, кто представлял его интересы, после первого судебного заседания сказал, что шансов нет и, скорее всего, дело будет проиграно. Пришел ко мне по рекомендации, я ознакомился со всеми материалами дела и сказал ему о том, что да, действительно, в его действиях усматривались признаки административного правонарушения, и здесь говорить о том, что в его действиях не было состава правонарушений, что он не виноват, не имеет смысла, потому что все доказано материалами дела. И если оставаться с такой же позицией, выдворение ему никто не отменит. Поэтому необходимо собирать документы для того, чтобы подтвердить его личность, да, как законопослушного человека. На момент совершения административного правонарушения, на момент первого суда, у Жунуса не было трудового договора. За это его и привлекли к административной ответственности, дали выдворение. Но в последующем он сделал для себя должные выводы, стал на миграционный учет, официально устроился на работу, где действительно оплачиваются налоги и взносы, да, которые установлены законодательством Российской Федерации. Он состоит в зарегистрированном браке с гражданкой Кыргызской Республики. У них есть маленький ребенок. Собрали все необходимые документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, справки о том, что ребенок является учащимся дошкольного образовательного учреждения. Взяли характеристики с места работы. И благодаря всему этому мне удалось, да, изменена была позиция в судебном заседании, и удалось до судьи донести, что да, действительно, он совершил административное правонарушение, но стал на путь исправления, сделал для себя должные выводы, полностью легализовал свое пребывание. Немаловажным фактором было то, что Жунус прошел обязательную процедуру фотографирования к дактилоскопии, получил зеленую карточку, что свидетельствует, да, о безопасности и об уважительном отношении к законодательству Российской Федерации. Прошел в Сахарово необходимое медицинское обследование ежегодное. И эти все факторы в совокупности позволили, да, применить Жунусу новое положение закона и заменили ему назначенное выдворение на штраф. Чему мы, конечно, очень рады. Даже несмотря на те трагические события в Крокус-Сити-Холле, стоит отдать должное, да, судьям Московского городского суда, которые, невзирая на все трагические события, все равно остаются, да, применяют закон так, как необходимо, и эти нормы были применены, чему мы безумно рады. Жунус, я вас поздравляю с победой. Да, в настоящее время вот сейчас пока справка дана, вот с ней ходит. В течение 2-3 недель будет изготовлено постановление в окончательном виде, после чего направим уже сведения в отдел по вопросам миграции города Москвы для того, чтобы внесли изменения в базу данных, и у вас уже маяк о том, что у вас было назначено выдворение, чтобы был снят. Работа еще не окончена, но самое важное уже выполнено. Все. Хотел бы обратиться также к гражданам Кыргызстана, которым назначают наказание в виде выдворения, да, самостоятельного выезда, путем самостоятельного выезда за пределы Российской Федерации. Что нужно сделать? В первую очередь необходимо обратиться к юристу и обжаловать это постановление в течение 10 дней с момента принятия такого решения. Второе, необходимо обновить миграционную карту и легализовывать свое пребывание на территории Российской Федерации, официально трудоустроиться, платить все налоги и страховые взносы. Если не проходили медицинское свидетельство, обязательно его необходимо пройти.
Если нет зеленой карточки, 1 раз в 10 лет, ну, труда не составляет необходимо это сделать. В последующем, даже если у вас не было оснований, да, на момент привлечения вас действительно правильно привлекли, то на момент рассмотрения Московским городским судом могут быть применены положения части 3 точки 8 статьи 4.1 Кодекса административных правонарушений. И вам в действительности у судьи тогда будет возможность изменить вам наказание, да, и заменить его с административного выдворения за пределы России на штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, либо обязательными работами от 150 до 200 часов. Вот Жунус – это тому яркий пример, когда действительно у него было нарушение, оно неоспоримое, но он исправился, сделал для себя должные выводы, начал соблюдать законодательство Российской Федерации, и суд, учтя все эти моменты, изменил ему данное наказание и применил новые положения закона. Демек, мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле выдворение алсаңыздар же запрет алсаңыздар, ушул экранда номерлерге кайрылсаңыздар болот экен. Трудовой договоруңуз жок болсо дагы, эгерде Россия жергесинде болсоңуз, анда ал выдворенияны штрафка алмаштырып берсе болот экен.